Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске мы узнаем продолжение истории фламинго, найденного в Якутии, интересные факты о исчезающей птице дикуш, а также обзор интересных событий из социальных сетей и еще много чего интересного. Чаяндинский фламинго Гриша повзрослел и поменял свой окрас. Фотографиями спасенного в Якутии год назад розового фламинго Гриши поделился в соцсетях красноярский зоопарк Роев ручей. Чаяндинский фламинго – самый молодой член стаи, подрос. Серенький окрас поменялся на бело-розовый, и теперь требуется хорошенько всматриваться, чтобы найти его в общей стае. Ну разве что клюв у него еще не такой яркий, как у взрослых собратьев, отмечают специалисты в зоопарке. А теперь предлагаю вспомнить историю спасения розового фламинго у нас в Якутии, что произошло в прошлом году. Да, вроде он вполне себе здоров, но то, что клюв себе, это вот оно, видите, как красиво. Возраст маленький, до 3 лет, можно сказать. По предположениям, птица отбилась от стаи во время сезонной миграции, и его занесло ветром на север. Гриша был найден в ноябре прошлого года на Чаяндинском месторождении в Якутии с обморожением ног и в январе доставлен в Красноярск. На момент прибытия он весил 1 килограмм 700 граммов, что критически мало для его возраста. Специалисты определили, что птенец родился весной 2021 года. Птицу выходили ветеринары в карантинной зоне. Было получено разрешение на содержание птицы в зоопарке, так как этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. В конце февраля он присоединился к стае. А сейчас он стал таким красавцем. Правда, кличку птицы могут изменить, так как пол у фламинго определяется к 4 годам. Редчайшее явление засняли очевидцы у нас в Якутии. Стая дикуш кормится прямо около дороги, а ведь эти птицы – исчезающий вид во всей планете. А теперь давайте узнаем подробнее об азиатской дикуше и численности этой исчезающей птицы. Азиатская дикуша обитает на Дальнем Востоке. Якутия является самым крайним северным местом обитания этой редкой птицы. Всего в мире их насчитывается около 30 тысяч. В Якутии, по данным за 2008 год, обитает около 4 тысяч птиц. Питается дикуша аянской елью. А так как передвигается птица исключительно пешим ходом, то она очень привязана к месту растения данной ели. Привязана только к таким местообитаниям, где растет аянская ель. Потому что она в основном питается ее, этими плодами, шишками и так далее, побегами, то есть одинаково. Поэтому сокращение этих ельников ударяет, в первую очередь по ней. На сокращение это, как его ели, играет в основном антропогенный фактор, это развитие промышленности. Отторжение, этих ельников под добычу золота, угля. Эксперты также называют дикуш индикатором экологической чистоты, так как птица очень уязвима к любым антропогенным воздействиям. Если там проводится какое-то антропогенное воздействие, это недропользователями, то, естественно, дикуша будет уходить на дальние края или будет исчезать. Поэтому это очень уязвимый вид в нашей природе. И все международные эксперты, российские эксперты это отмечают, поэтому мы стараемся его сохранить. Дабы сохранить исчезающий вид, Дирекция биологических ресурсов охраняемых природных территорий совместно с Институтом биологических проблем провели исследовательскую экспедицию по оценке состояния дикуш на территории Южной Якутии. Проведены камеральные работы, анкетирование населения, а также полевые работы. Из-за погодных условий участникам экспедиции не удалось обнаружить дикуш. Однако по результатам теста люди и охотники подтверждают, что видели этих редких птиц. Исследовательские работы будут продолжаться. Ученые и эксперты уверены, что дикуши, которые обитают в Якутии, уникальны. Северный предел ареала, мы должны его сохранить. Кроме того, сейчас работают наши систематики, собираются выделять в отдельный подвид. Уже несколько статей вышло. То, что он отличается от сахалинской, и то, что наша якутская за становым хребтом, эта дикуша, возможно, это вообще другой подвид для мира будет.
Основная цель специалистов – узнать численность и новые места обитания птиц. План исследований уже определен. На этот раз для выявления птиц будет организована работа малой авиации. Марфелина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Парящая лестница в новом парк-отеле «Нарада Вилледж» в Хангалахском районе. Первая своего рода подобная парящая конструкция в Якутии. Первый этап ввода планируется уже в этом году. Об этом сообщила Кыдана Игнатьева. Танцы на Талом озере. Романтичное мероприятие с названием «День снегопада» прошло на Талом озере в Якутске. Синет Сахавуд поддержит 7 проектов якутского кинематографа. 11 октября в формате онлайн состоялась птич-сессия ежегодного конкурса Синет Сахавуд. По итогам презентации стали известны имена участников, которые получат грант на создание кинопроектов. Победителями стали Степан Порядин, Сергей Потапов, Дмитрий Давыдов, Александр Охлопков, Степан Бурнашов, Кияра Юшманова и Аял Адамов. Всего на получение грантов поступило 57 заявок, как от опытных киномейкеров, так и начинающих режиссеров и продюсеров. В финальный этап вышли 18 проектов, из которых членами отборочной комиссии были выбраны 7 победителей. Всего на поддержку участников в этом году выделено 9 миллионов рублей. Размер грантов составил от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. «Тепло материнских рук» – с таким названием стартовала выставка в музее Ярославского. Экспозиция стала традиционной. Музей открывает ее совместно с Лигой женщин Якутска. На этот раз в рамках празднования Республиканского дня матери. На выставке представлено более 250 работ. Среди участниц и народные мастера, и те, кто показывает свои работы впервые. Я занимаюсь бисероплетением не так давно. Началось все с того, что вот у меня мама занимается тоже бисероплетением. И тогда, когда работаешь, конечно, времени нету, да? Все оставляешь на потом. И вот когда у меня больше времени появилось, я стала заниматься. Было очень много бисера у мам. Я у нее вот позаимствовала и начала заниматься. Ростуризм ликвидирован. Кто теперь отвечает за наше путешествие? Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь все его функции переданы Министерству экономического развития. Указ вступает в силу с даты опубликования, то есть уже сегодня. Минэкономразвития теперь будет заниматься всеми вопросами туризма, включая определение госполитики в отрасли и контроль за организациями туристической сферы. Существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений, прокомментировали в Минэкономразвития указ Путина. Подготовка к запуску ракеты-носителя проходит в Якутии. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» из Киев-Д с космодрома «Восточный» запланирован 23 октября в 4:57 якутского времени. Районами падения головного обтекателя ракеты определены территории Алданского и Алекминского районов, центрального блока и хвостового отсека, территории Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского и Оленёкского районов. А на этом наш пятничный выпуск подошел к концу. Всем желаю провести отличные, веселые, интересные и продуктивные выходные. До новых встреч в эфире!